Участники конференции «Коми народа» в Усинске одобрили работу местной администрации по реализации решений на 2013-2014 годы. Прежде всего, это касается укрепления материально-технической базы учреждений и социальной инфраструктуры сельских территорий. К примеру, все школы и детские сады оснащены водопроводом и канализацией, появились освещенные лыжные трассы, в селах возведены детские площадки, отремонтированы дороги. Константин Куратов знает больше. За этот год практически все села Усинска обеспечили мобильной связью и цифровым телевидением. 3 деревни обзавелись новыми фельдшерско-акушерскими пунктами и жильем для специалистов. В Новик-Божий установлен памятный знак воинам-оленеводам. В селе Усть-Лыжа появился новый детский сад. Достижений в социальной сфере могло быть и больше, сообщил мэр Усинска, если бы не халатное отношение к делу подрядчиков. Из-за них тормозится строительство детских садов в селах Щельебош и Мутный Материк, нового дома культуры в деревне Денисовка. Выполнять работу будут уже другие организации в следующем году. В этом году в одностороннем порядке пришлось расторгать ряд договоров из-за того, что подрядчики не могут или не хотят выполнять свои обязательства. Ведется партизационная работа, материалы направлены в правоохранительные органы. На поиск новых подрядчиков, соблюдение всех норм законодательства уходит много времени. Важнейшими задачами на будущий год в резолюции конференции обозначены продолжение дноуглубительных работ на реке Печора, а также сохранение участковых больниц в районе. Например, в Щельебоже больницу уже перевели в статус врачебной амбулатории, и круглосуточные 10 коек теперь работают только днем. А жители Мутного Материка и вовсе пожаловались на отсутствие врача. Руководитель Минздрава Дмитрий Березин поручил Усинской центральной районной больнице в ближайшее время медобслуживание улучшить. Мы направляем данного врача в Мутный Материк с 1 января. Он идет по программе «Земский доктор». Необходимо разрешить и вопросы ведения традиционного хозяйства жителей северных сел, проводить по месту жительства экспертизы на наркотические средства при получении разрешения на оружие и снять запрет на рыбную ловлю в бассейне реки Печора с ставными сетями в радиусе 12 километров от населенных пунктов. С последним предложением участники конференции намерены через движение Коми Войтер обратиться в Госсовет. Константин Куратов, Алиса Науменко, Денис Хузин, телеканал Юрган, Усинск.